Двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира, 3 раза серебро и 1 бронза Анна Багалей. Анна Ивановна, поделитесь вот сегодняшним соревнованиями, которые проходят в Алдань, Кубок Анны Багалийский мир. Эмоциями поделиться? Ага. Знаете, у меня всегда, когда ребята стартуют, то у меня всегда по-матерински сердце сжимается, мне хочется, чтобы каждый из них в этой гонке, именно там конкретной, вот, которая была сейчас или которая будет, проявил свои лучшие качества. Я прекрасно понимаю, что это нарабатывается тоже со временем, приходит опыт, приходит знание, умение, но всегда хочется чуть-чуть лучше, чтобы чуть-чуть там лыжи лучше ехали, я не знаю, там габариты закрывались. Вот. И вот эти эмоции, они всегда со мной на протяжении 11 лет, они не дают останавливаться, они дают всегда мотивацию для новых свершений, поэтому дети — это, наверное, то, что двигает меня вперед. А вот как вы прошли в биатлон? Может быть, в школьные годы в другие виды спорта были или сразу на биатлон? Нет, сначала было у меня в 1 классе у меня был, по-моему, танцевальный кружок, потом было макраме, зоологический, шахматы. То есть много что я попробовала. Вот. И когда в 6 классе маме рассказывала о том, что вот меня пригласили заниматься биатлоном, она на это сказала, что тебя же притягивают лыжи, ты же хотела стать лыжницей. Я говорю: мам, ну тут еще стрелять буду. Она говорит: ну попробуй. Вот, в принципе, попробовала, и так с 91 года, с 21 февраля 91 года я в биатлоне. Первые успехи тогда, школьные годы? Ну, первых успехов у меня таких грандиозных не было. Наверное, я считаю, что больше случайно на летнем первенстве Мурманской области через полгода моих занятий биатлоном, наверное, за счет того, что я более точно стреляла даже в самом раннем возрасте, мне получилось быть второй. После этого следующие медали были не так скоро, наверное, года 3 примерно. К 14-15 годам я стала побеждать. Вот, стала побеждать прежде всего саму себя, поверила, старт за стартом. Вот, то есть я не такой не ранний спортсмен, как многие ребята, вот, но целенаправленно, шаг за шагом мы с тренером шли к тому, чтобы расти, чтобы прогрессировать, и никогда не торопились. Поэтому, наверное, и спортивное долголетие такое получилось, и сейчас у меня желание и кататься, и тренироваться, оно не покидает меня. Я сегодня на протяжении вот этой недели каждое утро начинаю с лыж. Давайте вспомним первый этап Кубка мира. Где это было и как вы пробежали? Это была Италия, Анхольц. Так получилось, что в Европе как раз-таки в 2000 году не было снега, и в декабре месяце все 3 этапа Кубка мира проходили в одном месте, в Анхольце. Там высота, и для меня, конечно, я первый раз приехала, у меня глаза вот были, знаете, такие большие, ходила вот так вот, смотрела все, новый мир, вообще абсолютно другая история, другая философия, и тогда меня очень сильно это поразило, и мне хотелось первого же сразу же проявлять себя, все. Но, конечно, чудес не бывает, и первый этап Кубка мира для меня сложился не так удачно. Я была, по-моему, 56-я в спринте, где-то поближе была в индивидуальной гонке. Ну, в общем, не самые выдающиеся результаты. Но уже на 2-м этапе Кубка мира я была 4-й в индивидуальной гонке, вот, и 11-я в спринте. То есть для меня уже, для молодой спортсменки, которой на тот момент было 20, получается, 1 год, вот, я выступила уже достаточно уверенно, хорошо и закрепилась в сборной команде. И через 2 месяца стала чемпионкой мира в составе сборной команды в эстафете. Теперь вспомним самый, наверное, такие запоминающий момент. Первая Олимпиада. Ну, возможно, первая золотая медаль на Олимпийских играх Торино 2006 год. Первый этап убежали. Первый этап бежала, да, убежала от немки, которая была уже двукратной призером Олимпийских игр, Мартина Глагов. Вот. Была серьезная борьба, настраивались, была тактическая борьба, то есть борьба была не просто физически, да, спортсмена, была такая игра, скажем так. Тренеры грамотно расставили этапы. Я благодарна наставникам за то, что доверили мне первый этап. Валерий Николаевич Поповский, Александр Александрович Телефонов, это тренеры национальной команды в тот момент. Вот. И для меня это было, знаете, не только для меня, на самом деле, вся наша эстафетная команда на тот момент, кроме Светы Ишмуратова, она чуть ранее стала олимпийской чемпионкой в индивидуальной гонке, а остальные мы втроем выиграли
первую медаль, мы плакали от счастья. Это была абсолютная такая история, нереальная история. И до этой медали, если кто-то думает, что все это так просто, были взлеты, падения и 15 лет труда. То есть в 1991 году я пришла в биатлон, да, и 2006 год это 15 лет работы очень тяжелой, интересной, вот, ответственной и в то же время, наверное, любимой. А вот как интересно, как формируется по этапам, как они ставят, может быть, какие-то дружеские отношения между... Нет. Здесь только профессионализм, только качество, и тренер еще чувствует, подсознательно чувствует, что может спортсмен достичь, какие у него есть, наверное, сильные стороны. Например, кто-то может финишный круг, даже если не могу, да, пройти его более сильно, чем он, например, на него рассчитывали, да, то есть на финиш выложиться. Где-то, наверное, более надежна стрельба. Я была хорошим эстафетчиком всю мою спортивную карьеру, если говорить об этом виде программы. Вот. И, наверное, команда верила в меня, и они действительно, когда мы выходили все вместе, мы друг друга знали, друг друга были уверены и выходили, знаете, как друг за дружкой, как за каменной стеной. То есть четкая работа, профессионализм, и не было такого, что кто-то, это моя эстафета. Нет, мы действительно объединялись для того, чтобы получилась команда. И вот без этого объединения не бывает ничего, чудес не бывает. Нам тогда это удавалось сделать. И второе золото на Олимпийских играх, Ванкувер, 2010 год. Ванкувер 2010. Вы бежали второй этап. Да, это было возвращение после декрета, это рождение сына за год до Олимпиады, это вызов себе. Очень серьезный вызов, который поддержала семья на тот момент, и я работала тоже очень тяжело и очень планово, шаг за шагом. Валерий Николаевич Польховский также мне помогал, новосибирская команда вся во главе с Александром Петровичем Никифоровым, моим тренером, вот, и Геннадием Георгиевичем Чулюкановым, мои личные тренеры, которые действительно опекали, работали со мной. С июля месяца меня подключили, благодаря Валерию Николаевичу Польховскому, с молодежной командой я работала, и тогда в ней как раз Катя Юрлова была, и многие девчонки, которые вот сейчас я даже фамилии буду называть, не все их даже знают, если буду называть, но я думаю, что мы этот момент немножко упустим. Вот, если кому интересно, можно это, думаю, найти. Но команда была такая достаточно сильная, целеустремленная, и мне было тоже нелегко в том плане, что амбиции, которые были у девчонок, вот, а я, понимаете, как уже такой матерый волк, да, мне нужно было и показывать результаты, и цели у меня были немножко другие. Вот, они за мной тянулись, я подглядывала у них, тянулась вместе с ними вперед, и нам удалось, и многие из этих девчонок потом выступали долгое время. Катя Юрлова до сих пор бегает и показывает очень высокие результаты, высокий профессионализм, свой организованность и работу на рубеже, поэтому команда та была такая достаточно сильная. Вот, и благодаря работе в этой команде я планово подошла к сезону. Вот, на этапе Кубка Европы сначала заявила о себе, вот, и не сразу получилось, а на втором этапе Кубка Европы я сначала выиграла гонку, на вторую гонку была третьей, вот, и меня взяли на Кубок мира. Ну, вот, а на Кубке мира я была 6-я в первой гонке, вот, 2-я была получается, в спринте, и 3-я в гонке преследования. И отобралась я на Олимпийские игры. Для меня это тоже был серьезный такой, шаг вперед. Вот, 10 месяцев сын был со мной, то есть это была такая история тоже про то, что со мной ездила свекровь, мы постоянно перемещались вместе. Я была мамой дома, да, в комнате, в гостинице, а на рубеже была спортсменом, профессионалом, нужно было это совмещать, это была такая хорошая работа. И вот уже в конце ноября, когда я поехала на Кубки Европы, я его оставила дома, вот, и планомерно 2 месяца последних провела без него, уже без сына. Вот, и мне как маме, с одной стороны, было тяжело, но с другой стороны, организм восстанавливался, набирал силу, и, наверное, раскрытие как раз-таки в феврале произошло, такое по нарастающей шло. Вот. Нехорошо получилось в январе, заболела, вот, и, можно сказать, заново пришлось начинать. И вот я говорю, что через 2 недели, в принципе, я себя уже хорошо чувствовала, на Олимпиаде бежала, показывала хороший ход, очень хороший ход ногами и стабильно стреляла. Поэтому тренеры доверили тоже мне место в эстафете. На протяжении всего февраля была хорошая стрельба на всех тренировках, контрольных, то есть там много очень работы было.
уже если говорить об эмоциях на Ванкувере, на Олимпиаде, то, наверное, это целенаправленная поход за золотом уже, когда, знаете, вот этот от золота Селикдара, да, как у вас на рубеже, да, к золоту Олимпиады. Вот примерно такое же тоже у нас было настроение побеждать. Мы приехали побеждать, и долго не удавалось, но в эстафете у нас случилась победа. И мы также шаг за шагом, если кто-то будет после нашего интервью с вами пересматривать гонку, то была очень напряженная борьба, и на моем этапе мы прям втроем шли весь этап, то есть приходили на рубеж, работали, уходили, и вот такая вот напряженная борьба была на протяжении всей гонки. Вот, что, конечно, добавляет эмоций болельщикам, зрителям, все, но мы, понимаете, мы были в гуще этих событий, было безумно интересно, конечно, вот, но и в то же время ответственно. Потом пошла у нас Оля Медведцева на третьем этапе, после наших со Светой первых 2 этапов борьбы. Вот. И Оля, как гроссмейстер, уже разложила, из 5 стреляла, вот, и уехала. А там дальше Ольга Зайцева знала, что делать, поэтому мы финишировали с флагом, вот, и были абсолютно счастливы. Ага. А вот мы часто слышим, за эстафету человек полностью выкладывается, чем на индивидуальные гонки. У меня так было, да, действительно. Я командный боец и командный человек, и для меня это очень важно. Самый любимый процесс тренировки? Процесс тренировки, знаете, я, в принципе, даже те тренировки, которые я не любила, но понимала, что они дают мне определенную силу. Это была имитационная тренировка, когда бег с палками, в горы прыгали, в большие подъемы. Вот эти тренировки, я понимала, что они мне нужны для того, чтобы я росла физически, функционально, поэтому я даже полюбила и эти тренировки, те, которые тяжело давались. Вот. Просто, наверное, я получала удовольствие от любого процесса, когда ты знаешь цель, ты идешь вперед, и это тебя мотивирует. А вот для меня, человека, который в лыжному спорту и в частности биатлону никакого отношения не имею, я из мира легкой атлетики. Вот на Олимпийских играх, на Кубках мира делается цветочные награждения, а потом уже медальные. В других видах, ну, допустим, я вот беру на легкую атлетику, сразу вот награждают медалями и так далее. Это все связано. Но очень часто медали выносятся на вечернее время, например, на площадь, как у нас делать было награждение в первый день. Вот. И тогда более торжественно, значимо, да, гимн играет, вот, какое-то определенное, то есть, ну, немножко другая атмосфера. Цветочная церемония, она сразу после гонки по горячим следам, то есть отметить спортсменов, болельщики тут же на стадионе, все похлопали, все обрадовались, ну, то есть вот такая, а уже непосредственно работа, оценка работы происходит чуть-чуть попозже, и получается, как бы, знаете, немножко вот эта пена вся оседает, и с другими эмоциями ты переживаешь и ждешь медальной церемонии. Ну, я вам скажу, что это сделано правильно, потому что есть ощущение такой более значимости медали, когда ты целый день ждешь ее, когда после стадиона. А когда человек вот познает то, что вот делал по возвращению домой, там встреча в аэропорту, там где-то какие-то эти встречи разные, или на Олимпийской, ну, самой Олимпиаде? Я могу сказать, что в 2006 году в Турино вот это вот пришло после того, как я поговорила с домом, с родителями, и тогда, помню, папа мне сказал, что: доченька, насладись вот этим днем, моментом, потому что такое будет впервые один раз, второй раз будет там повторение, если он случится, а вот в первый раз это, ну, больше такого ты никогда не переживешь, поэтому постарайся насладиться этим днем. И действительно, на следующее утро я не могла спать, буквально там часа 3 поспала, вот, и утром открываю тумбочку, и там лежит медаль, это как будто, знаете, вот, ну, нереальный какой-то сон, вот, поэтому очень важно вот, ну, пережить эти эмоции. И, я могу сказать, что после эстафеты я отказалась от масс-старта, я не пошла гонку с массового старта, потому что понимала, что функционально я готова, но психологически восстановиться, наполниться с новой энергией я не смогла. Для меня было это очень, ну, как бы серьезный и вызов, эстафета, да, но и в то же время очень много эмоций забирает, которые тоже должно быть пройти время, чтобы восстановиться. Теперь вот по выбору места 4-го этапа города Алдан, Республика Саха-Якутия, с чем это связано? Ну, понятно, что это поздний снег, а еще какие-то, может быть,
Но у нас была встреча в 2018 году, в декабре месяце, перед Новым годом. Мы зажигали огонь игр «Дети Азии», первых зимних игр. Я являюсь послом игр. Вот. И тогда случилась встреча с главой республики. Вот. Мы долго разговаривали, ему рассказывала про наше движение, про наших ребят, про то, что мы делаем, показала ему ролик. Вот. И, видимо, ему тоже захотелось, чтобы у якутских ребят был такой большой праздник, поэтому мы объединили усилия, и здесь сейчас мы спустя, получается, почти 4,5 года проводим соревнования. На ваш взгляд, человеку, который выступал и на Олимпийских играх, на Кубках мира, вот инфраструктура города Алдана, как вы это оцениваете? Все замечательно. Единственное, нужно, конечно, добавить гостиниц. Если дальше развивать с точки зрения позднего снега, раннего снега, то, безусловно, нужны будут места проживания для ребят и для разных спортсменов, различных спортсменов. То есть в дальнейшем думаю, что это может служить хорошей такой базой для закатки или для вкатки, то что у вас уникальные условия с точки зрения снега и рельеф, который, вот как я сказала ранее, каждое утро я катаюсь, и мне нравится круг, который, в принципе, он позволяет, вот 10 километров позволяет туда, если уходишь на дальнюю петлю, то кататься любому уровню владения лыж, то есть любому любителю. Вот, и протяженность круга 10 километров тоже говорит о том, что это не, понимаете, не круг там 2-3 километра, когда ты ищешь снег, а ты спокойно созерцаешь, катаешься, меняется природа, ландшафт, и не так это надоедает, когда длинные дистанции, и ты уходишь, делаешь свою работу. Поэтому я думаю, что у вас может быть хорошее очень будущее. Конечно, с логистикой есть вопросы в том плане, что и билеты, я не знаю, они депингируют или как-то, в общем, касаемо цен на билеты. Вот. Не могу даже вот предположить, что должно случиться, чтобы все-таки они были разумные. Да? Вот, наверное, ранняя покупка билетов, возможно, может какая-то тоже субсидия определенная. Вот, но для того, чтобы ребята больше имели возможности приехать сюда и кататься на таком замечательном снегу, это, конечно, нужно, чтобы что-то там наверху случилось, кто-то об этом подумал. Ага. Я вот утром вас видел, катались. Сейчас поддерживаете форму, катаетесь, может быть, стреляете где-то в тире? Стираем. Нет, стрелять я научилась, я стреляю, в принципе, по крайней мере, из любого типа оружия, который предлагали, стреляли. Принцип стрельбы он один. Вот. Есть типы оружия, есть у разных винтовок, пистолетов есть свой спуск. То есть нужно почувствовать натяжение спускового крючка. А так, в целом, могу сказать, что для меня это определенное восстановление, как бы ни казалось, да, когда ты покатаешься, тебе энергии больше возвращается, и я себя чувствую хорошо, когда утром начинаю день с такой активной там пробежки или катаюсь на лыжах. Нравится мне это. И физически, наверное, когда ты, как знаете, вот доменная печь всю жизнь работал на максимуме, твое тело работало на максимуме, очень важно, чтобы это не прошло, не пришла остановка такая стрессовая, да, и организм начал жить по-новому. Я все-таки стараюсь ему продлить вот это вот состояние движения постоянного, и не просто от лозунгов движение жизнь, да, и спорт норма жизни, а для меня это действительно норма жизни, потому что если я не двигаюсь, я плохо себя чувствую. Вот. И у меня команда, половина ребят, это Маша Коробова, комментатор наш, голос нашего детского биатлона, и Сергей Геннадьевич Просвирин, наш фотограф Андрей Чепагин. Все двигаются, все постоянно что-то делают. И у нас замглавного судьи на стрельбище Игорь Мармуляк, он играет в хоккей, стоит на воротах, то есть любительский хоккей. Вот. Тимур, который главный судья, он играет в футбол, вот. Хотя в прошлом тоже биатлонист и мастер спорта международного класса. Эти все ребята как-то поддерживают, чтобы была энергия в себе. Вот, потому что ребята, конечно, много сил отдают на кубке. И вот сегодня мы, например, запланировали покататься на горных лыжах командой. Я не знаю, как это удастся, но очень хочется попробовать и ваш склон. И напоследок хочу вас попросить: биатлон на Республике Саха, Якутия, Уруй, Айхал. На якутском такое. Биатлону Республики Саха-Якутия, Уруй, Айхал. Ребят, все только начинается, у вас большое будущее, я в это верю. Спасибо. Пожалуйста.